Замест экспозиции фактично ёлачны лес. Теперь у Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі лясныя прыгажуні на розны колер и густ. Гэта вынік акции «Захавай зеленую елку». Главная цель нашей акции была привлечь наше поколение для того, чтобы сохранить и приумножить нашу уникальную красивую природу Республики Беларусь. Ведь она действительно такая необыкновенная и красивая, и чтобы меньше и шло уничтожение лесных красавиц елей. 120 зимовых дрэў у розных тэхніках і з розных матэрыялаў. Кожная маленькі твор дзіцячымі руками з дапамогай дарослых. Я показала мою елку Дедушке Морозу и сказала, что она сделана из цветов с природными материалами. Я ее делала с любовью. У нас будет искусственная елка, потому что нам жаль рубить настоящую. А то это природа. И ей тоже больно очень сильно. Мы делали елку, похожую на шапку Деда Мороза. Нам мама ее шила. Я пуговки маме давала, пуговки на елку. Ага. А я шарик, который на верхушке. Это семейная елка у нас вышла. Ёлкі-малюнкі ад маленькіх творцаў, навагоднія паштоўкі ад супрацоўнікаў абласнога краязнаўчага музея. Гэта сумесная акция с Центром дадатковой адукации дзяцей и моладзі. Насколько богата фантазия у наших детей. Из абсолютно необычных каких-то вещей, из бумаги, из шишек можно сделать вот такие чудеса природы. И поэтому я думаю, что, глядя на эту выставку, каждый поверит, что наступит Новый год. И все неурядицы, все трудности закончатся. А дзе ўпрыгожанай ёлкі, там и галоўны зимовый чараўнік Дед Мороз со Снегуркой. Я в таком восторге от увиденного. Фантазия ребяток безгранична. Только творчество. Каждый, кто прикоснулся к стоящим здесь елочкам, настоящий волшебник. Ведь от каждой из них настоящая волшебная аура. Я это чувствую каждой волосинкой своей бороды. Это честное слово. У этих ребят все желания в будущем году будут исполняться практически мгновенно, как по мановению волшебной палочки. Паглядзець на зимовые фантазии, наведаць ёлачны лес, створаны дзецьмі, можно до 20 снежня. Татьяна Колокольцева, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».